Друзья мои, каждый человек в нужное время слышит важную фразу. Я не пришла сюда для того, чтобы учить вас жизни, но я хочу поделиться самым сокровенным. Я выросла в интеллигентной семье, где не было роскоши. Мой папа умер, когда мне было 11 месяцев. И мне приходилось очень много преодолевать в моей жизни. Жизнь сложная, судьба была многослойная. Меня били, кульбиты, были крутые виражи, но я не сломалась. И всю свою жизнь я посвятила вот таким молодым, юным представителям нашей страны. И прежде всего сиротам, которые очень сильно нуждаются во внимании. Я желаю каждому из вас экономить время. Жизнь, она неоднозначная. Будут разные ситуации, которые будут проверять вас на прочность. И самое важное в этой жизни – все встречать с улыбкой. Ровно в 12 лет я пришла на гостелевидение и сказала, что я стану телеведущей. Я читала текст, конечно, дрожали немножечко коленки, но тем не менее я включила уверенность, позитив, отчитала текст, и утром мне позвонили и сказали: «Вы, Ассоль, мы приглашаем вас на телевидение вести 2 программы, детскую и молодежную». Так началось мое телевизионное будущее. Знаете, первый совет, особенно тем, кто представляет себя на телевидении, либо в информагентствах, пишущих журналистов: никогда не бойтесь работы. Второе. Старайтесь максимально включаться в профессию. Третье. Будьте оригинальны. Ищите неординарные ходы. Если у вас телевизионное поприще, это направление, то, пожалуйста, постарайтесь найти себе гуру. Это наставники, которые никогда не позавидуют, которые помогут, поддержат, подскажут и направят. Давайте начнем марафон, 30 дней. Первое. Вы не общаетесь с людьми токсичными. Вот просто не общаетесь. Второе. Вы отписываетесь от всех агентств, которые несут негативную волну. Третье. Вы начинаете заниматься спортом. Скажите, для того, чтобы делать вот так и приседать, деньги нужны? Нет. Хорошо. Для того, чтобы мыслить позитивно, деньги нужны? Нет. Это четвертое. Пятое. Вы читаете каждый день 15 страниц. Вы можете читать? Для этого деньги нужны? Нет. Далее. Вы научитесь говорить добрые слова друг другу. Во-первых, давайте устроим энергообмен и пожмем друг другу руки. Соседу. Соседки, да? Молодцы, отлично, класс. Друг другу давайте пожму. А теперь скажите друг другу комплимент. Ну, очень красивая, какая харизматичная, улыбчивая, очень красивая. А теперь давайте начнем. Шестое, что будет первым. Мы делаем добрые дела. 5 добрых дел. Переведите бабушку, которая мимо вас. Сходите к ребенку, который, возможно, потерял родителей или растет в неполной семье. Найдите то, что принесет пользу не вам, а окружающим. Потому что добро имеет продолжение. Оно просто делает человека светлее, добрее, искреннее. И если вы научитесь делать каждый день 5 добрых дел, поверьте мне, ваша жизнь кардинально изменится. Добро делать очень приятно. Постарайтесь, пожалуйста, не допускать плохих мыслей об окружающих. Старайтесь находить самое лучшее в человеке и это возвышать, подчеркивать. Потому что, знаете, жизнь, она же разная. И у каждого разная. Неважно, из каких вы семей. Вот смотрите, я человек, который вырос в очень простой кыргызской семье, в интеллигентной, где не было отца. Я преодолела множество препятствий. И если кто-то вам говорит, что у тебя не получится, не верьте. Популярным стать несложно. Вы ими станете. Но гораздо сложнее быть достойным человеком. Никогда не задирать нос. Быть человечным, доступным, простым. Не простым в понимании, что я очень простой, нет, а быть доступным для народа. Потому что наше служение журналистов должно иметь самое главное – это порыв искренности. Если вы хотите просто работать и зарабатывать, поверьте мне,
вы, значит, не поняли самую главную суть нашей профессии. Это быть важным, полезным народу. Я все свое умение и все свои навыки применяю только в это русло. Да, я сегодня самодостаточный человек, который ни в чем не нуждается. Я могла бы просто ничего не делать, потому что у меня есть определенный бизнес, который приносит мне дивиденды. Но 30% своего дохода я направляю исключительно только в адрес сирот и обездоленных бабушек и дедушек. Я хочу, чтобы вы выяснили для себя и уяснили, сделали такую кульминацию, отрезюмировали, что жить надо каждый день с пользой для общества. Я желаю вам прежде всего побед, прогресса, позитива. Сегодня я вот среди вас вижу очень много умных глаз, и я хочу, чтобы вы стали выдающимися личностями нашей страны. Мы будем встречаться с вами на разных мероприятиях, будем пожимать руки. И всегда, когда вы заходите, прежде всего у вас должна сиять улыбка. Улыбайтесь сердцем, радуйтесь встречам, потому что они бывают самыми необыкновенными в жизни. Хорошо? Оставляйте после себя самое доброе впечатление. Вот есть люди, которые заходят и как солнце освещают все и всех, и они оставляют глубокий след. Я хочу, чтобы вы научились быть именно таким человеком. А человеком быть достойным ежедневно – это самая сложная задача. Будьте человеком.